Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, который сходит по вам с ума. Давайте посмотрим, кто такой и почему он сходит по вам с ума. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Эх, непростая у нас сегодня отсыпка. Тут на самом деле два мужчины вышло. Может быть, у вас действительно такой вот прям любовный треугольник случился. А возможно, у кого-то из вас один мужчина проиграется, а у кого-то другой. Здесь один мужчина сходит по вам с ума от любви, а другой мужчина как будто бы от злости, от какой-то ревности, от какой-то обиды сходит с ума. Вот два абсолютно разных мужчины. И от обоих из этих мужчин вы закрыты. То есть ни один из этих мужчин вам не нравится, либо вы разочарованы в этих мужчинах, вот прям не хотите поддерживать контакт. Давайте начнем с того, который сходит с ума от любви к вам, в вашу сторону. Здесь мужчина, он какой-то прям молодой, сильно молодой, либо ведет себя, как будто бы он юнец, подросток. Вам он кажется абсолютно несерьезным. Плюс я вижу, что он даже, вот как правильно сказать, да, чтобы никто не обиделся, вы женщина адекватная, умная, образованная, начитанная, грамотная, а он как будто бы какой-то как лопушок, знаете, простой, как валенок, и даже вот как-то разговаривать неправильно, там неправильно ставит ударение, коверкает слова, либо даже на каком-то сленге разговаривает, да, вот такой вот прям, совсем не ваше. И вам даже противно его слышать. Когда он начинает что-то говорить, вы такая: о Господи, да отстань, да уйди ты, хватит, все, хватит меня. Буквально он вас то ли преследовал, то ли преследует в сегодняшнем дне, постоянно к вам подкатывает, он постоянно вас задевает, постоянно что-то у вас там то ли спрашивает, то ли просит, как путается у вас под ногами. И вы лишний раз, просто чисто физически не хотите с ним встречаться, да, даже избегаете. Вот если вы видите, что он где-то там стоит и вам нужно там пройти, вы лучше в обход пойдете, вот лишь бы с ним лишний раз не встречаться. Да, вы разные, как будто бы в разных мирах живете. Вы себе хотите другого партнера, вы хотите хотя бы подстать, да, чтобы с человеком можно было банально поговорить, быть на одной волне, думать в одном направлении. А этот парень, да, он прям совсем какой-то молодой, почему-то мне идет молодой. Хотя я понимаю, что это не значит, что по возрасту молодой, да, может быть, вот ментал действительно. Дяде может быть и 40, и 50, а ведет себя как будто бы там 14, максимум 16. Вот там такие шуточки там с интимом связанные, там вот это типа девушка, а вашей маме типа зять не нужен, да, самое такое, знаете, непотребство. И что самое интересное, вот этот мужчина, он просто свято верит в то, что вы будете вместе, что вы просто ломаетесь, что вы типа набиваете себе цену, сами к нему неровно дышите, и еще его и провоцируете. Да, он что-то видит, чего никто другой не видит, того, что вы не видите. И еще я вижу, что вот этот мужчина, он какой-то как, знаете, действительно дурачок, да еще и обманутый. Он, как бы это сказать, наверное, эзотерикой увлекается, либо ему не чужды вот эти все прогнозы, гадания, гороскопы.
он к кому-то ходит, и кто-то ему голову морочит по поводу вас. То есть буквально этому мужчине могут говорить, что да, она тебя любит, она твоя судьба, вы точно будете вместе, она там тебе там целую футбольную команду родит, там все у тебя будет. И он в это верит. Вот. Он еще за это какие-то подарки носит, либо деньги дает. И он постоянно куда-то ходит. А еще ему недавно пообещали вас приворожить. Да, ну типа приворот ускорит то, что вы будете вместе. И также, мои хорошие, я вижу, что у вас более какое-то стабильное финансовое положение, а у него менее. То ли у него деньги в руках не держатся, то ли он такой, знаете, вот весь из себя расхлябанный, несерьезный, о будущем не думает. Но вот было что-то между вами, где вы его прям открыто посылали, говорили, ну ты мне не нравишься, да? Не подходи ко мне, не общайся со мной, я не хочу с тобой общаться. Вот какие-то такие разговоры у вас были. Да, это было. И может быть даже не один раз, может недавно совсем очередной раз был. То есть вы его прям категорически не хотите. При всех его достоинствах, его недостатки все-таки режут вам глаза. А он там себе такое придумывает, да, живет в своих фантазиях, и его в этом не остановить. Да? Смотрите, чтобы он вас действительно к себе не приворожил, особенно через какие-то подарки, либо подношения, либо еду, питье. Запросто может. Он даже может кого-то подговорить, чтобы помогли ему вас приворожить. Не, ну понятно, что он не будет объяснять, что это приворот, но он может там на конфеты что-то нашептать, угостить вашу подругу, ваша подруга угостит вас, понимаете? Вот так даже может быть. Надо вам как-то поаккуратнее быть, поаккуратнее. Человек, который спит и видит, ну, он хочет на вас жениться, да, но он спит и видит вас своей женщиной, которая вот исполняет его мечты, исполняет его желания, особенно в интимном плане. Потому что даже какой-то немножко озабоченный персонаж. Нет, вам он не нравится. И, может, лицо у него и симпатичное, но вот внутри прям совсем начинка не ваша. Вы явно такое не любите. Но он, тем не менее, видите, влюблен и безумно влюблен. Больше, знаете, еще похож на этого фанатика, да? Ведь настоящая любовь, она какая? Это когда ты способен собой жертвовать. Это когда для тебя наивысшее благо, когда твой любимый человек счастлив, даже ценой твоего несчастья. А этот какой-то фанатик мне идет. Фанатик какой-то странный, верит обманщикам, да, сам себя убедил, что вы его судьба, а он ваша, и да, живет своими фантазиями. Вот мне не нравится, что он задумал приворот. Возможно, вы зашли на эту отсыпку, вот именно, чтобы я вас предупредила, что какой-то поганец задумал вас к себе приворожить, да, привязать, нитями пришить, склеить. Вот надо этого вам избежать. Ну, ничего не берите, ничего не принимайте и не кушайте, да, там всякие угощения. Опять же, тут хитрость может быть, да, что вот он не сам вас угощает, а через кого-то это делает. И если вам еще цветы подбросят, вот прям 100% на цветах будет приворот, вообще не берите, руками не прикасайтесь. Как-нибудь чем-нибудь их из дома, с порога, с этажа, да, вот надо отбуцать куда-нибудь на мусор. Нет, мне не нравится то, что я вижу, и человек в горячке, в глупой горячке способен на всякое разное. Нет, он не будет к вам открыто приставать, он знает, что вы женщина, которая умеет за себя постоять, и он вас побаивается в этом плане. Но пойти на вот такие глупости в виде там приворота, привязки может, и, скорее всего, пойдет. Если он сможет вас приворожить к себе, он вам сердце разобьет. Видите, разбитое сердце вышло. То есть у него за спиной ничего хорошего нет. Ему, да, действительно нужна другая женщина, такая же, как и он, под стать ему. А вы слишком крутая для него, слишком сложная. Нет, не подходите вы друг к другу, и вы это тоже чувствуете, вы от него закрыты. Так, второй мужчина. А вот второй мужчина, он прям обижен очень сильно. С этим мужчиной у вас что-то было, и было что-то серьезное.
У кого-то даже отыграется, что у вас есть ребенок от этого мужчины, да, возможно, вы в браке были с этим мужчиной. Ну, а может быть, как много воспоминаний, может, хотели вместе ребенка завести. Вы сейчас не вместе, и про этого мужчину вы мало что знаете. Может быть, просто не интересуетесь, может, стараетесь как можно быстрее забыть. А вот он знает про вас все. Он за вами следит, он в курсе всех ваших событий. Он буквально своими глазами видит, какая вы стали. И от этого у него обида просто вот через уши уже, знаете, выделяется. Через нос течет, через глаза. Мужчина, который прям был уверен, что вы без него пропадете. Он просто вот прям готов был поклясться, пожертвовать правой рукой, либо на кон поставить правую руку, что вы без него пропадете. А вы мало того, что не пропали, так еще и расцвели. Представляете, как ему обидно? У него аж дыхание перехватывает, он даже зубы себе ломает, когда он сжимает их плотно. У него дома очень много побитых вещей, он их бьет из злости. Вот, почему-то этот мужчина себя убедил. Ну, может быть, это было и не убеждение, может, это было утешение, да, что вы еще прибежите, на колени упадете, что будете его умолять, упрашивать, там, прости меня, я такая-сякая, я недостойная, но ты меня прости, я без тебя не могу. Прям он видел эти картинки, чувствовал себя царем горы, да, но этого не случилось. Наоборот, вам к лицу расставания с ним, вы похорошели, вы помолодели, вам и двери открылись, и сердца, и люди. И даже вот сейчас вы чем-то таким вот занимаетесь, о чем всю жизнь мечтали, да, у вас наконец-таки начало получаться. И все благодаря тому, что вы с ним расстались. Он вас подавлял, очень сильно на вас влиял, очень сильно подавлял, манипулировал вами, много обмана с его стороны, какие-то уловки, грязные игры. Вы долго терпели, вы долго надеялись на то, что он одумается, что до него дойдет. Вы много разговоров с ним проводили. Он смотрел, кивал, но глаза были холодные, потому что сам себе на уме был. Возможно, этот мужчина не умеет любить, не научен. А возможно, этот мужчина, ну, с каким-то, я не знаю, с какой-то червоточиной, да, тоже может быть. Ладно, это не тема отсыпки. Вот то, что я вижу, мне тоже очень не нравится. Этот мужчина, он постоянно в курсе ваших событий. Где-то уходит информация. Вот честное слово, либо кто-то сливает о вас информацию, либо, может быть, он под чужим каким-то ником, логином проник в ваши соцсети. Может, кто-то на работе стучит, докладывает про вас, а может быть, кто-то из родственников. Что-то есть, и вот каждый раз он получает о вас самую свежую информацию. Он о вас, ну, буквально уже даже, наверное, знает больше, чем вы сами о себе знаете. И еще мне не нравится то, что он задумал ускорить, как на его взгляд, логичное завершение. Да? Вот ему хочется кого-то подговорить против вас, чтобы вы вот в проблемах оказались, либо проникнуть, допустим, в ваш дом, что-то вам там сломать, и чтобы вы вынуждены были к нему обратиться с просьбой, да, что вот я не могу без тебя, не справляюсь, приди, помоги, почини, там денег дай. Вот какие-то такие, ну, детские обиды, глупость какая-то несусветная. Вот мне не нравится то, что я вижу. Я попробую его закрыть. Если вы узнали этого мужчину, и вы тоже не хотите с ним встречаться, напишите его имя в комментариях. Я проведу обряд, и мы остудим его голову. Вот, имя, просто напишите имя. Ну, если хотите, дату рождения еще напишите. Так точнее будет. Но вот не нравится мне его задумка. Уже готов пойти на все, чтобы доказать свою правоту. Чтобы доказать, что вы без него не можете, без него не справитесь. А вы-то прекрасно без него справляетесь. И дальше будет больше. Сходить с ума по кому-то — это прям какая-то крайность, это неправильно, это прям совсем не про добрые чувства, не про открытые теплые чувства. Это как болезненное наваждение, мне даже идет, да, болезненное наваждение. Вы для вот этих двух мужчин как будто бы лакмусовая бумажка, да, вы проявляете их самые негативные качества, на что они способны. Вы их проявляете прежде всего для этих мужчин.
чтобы эти мужчины остановились и задумались. Но я вижу, что ни один, ни другой пока не готов задуматься. Может, и нечем задумываться. Может быть, еще не время. И также, мои хорошие, вы должны знать, что есть человек, который не сходит по вам с ума, но который в вас влюбился. Вот. Возможно, вы общаетесь, возможно, вы уже встречаетесь, а возможно, вы буквально вот недавно на днях с ним контактировали. Почему-то мне проигрывается как работа. Да, работа на работе, рабочие вопросы. Может быть, это ваш клиент, может быть, приходил в ваш офис, может быть, вы сотрудники одной организации, может быть, вы обращались к этому человеку за его профессиональными услугами. Этот человек давно влюблен, и человек очень такой теплый, добрый, открытый. Но единственное, что у человека есть какая-то проблема в жизни. Проблема, которая его не отпускает. Я не могу сказать, что за проблема, но пока эту проблему человек не решил, он не будет проявлять инициативу, потому что он не хочет вас загружать своими проблемами. Он не хочет, чтобы вы его жалели, он не хочет, чтобы вы на себя что-то брали. Вообще он не хочет, да, раскрывать то, что у него проблемы есть. Да, он не сходит по вам с ума, но тем не менее у него к вам очень серьезные намерения и более чем серьезные чувства. Эти чувства, они с каждым днем все больше и больше развиваются. Вот эта ваша крайняя встреча, это прям как, какой-то рубеж, который он прошел, и он сам себе признался, что его безумно тянет к вам, и что, да, походу он влюбился в вас. Но это не сумасбродство, это не безумные какие-то навязчивые идеи, это больше похоже на настоящие чувства, настоящие эмоции. Не знаю, у кого-то точно чувства взаимные, по крайней мере, симпатия очень взаимная идет. А у кого-то уже, возможно, вы общаетесь, встречаетесь, как парень и девушка, например, там, на свидание сходили. Не противный он вам, вот честно, он вам не противный, он вам тоже нравится. Может, вы даже и не думали еще о чем-то серьезном, но он вам нравится. Вот это настоящее. А вот эти двое, они как больные какие-то. Уж не знаю, что вам так не повезло. Либо, может быть, у вас какая-то особая миссия дураков обличать. Но вот эти два персонажа, которые вот навязчивые идеи, и тот, который обиженный, прям вообще ненормальные какие-то мужчины. Просто ненормальные. Да. Вы сильная личность, вы сильная женщина. Скорее всего, такие слабаки к вам и тянутся. Обычно как слабый тянется за сильным, потому что он слабый. Но с другой стороны, я вижу, что и вам счастье обещано высшими силами. Вот тут у меня образ семьи. Семья как будто бы в гнездышке сидит. И такая большая птица вас защищает. Это ангел, да, семейный ангел. Вы будете счастливы, у вас будет прекрасная семья. Понятно, что у каждого отыграется в свое время, но вы к этому идете. В венце уже показано, да, что вы будете в семье, в прекрасных, теплых, добрых отношениях, счастливых отношениях. Да, это ваше будущее. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.